2 экскаватора утонуло, калибратор утонул. В Нагире продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В населенном пункте сохраняется режим чрезвычайной ситуации. От нас с вами зависит. Да? Будут эти проблемы обостряться, или мы эти проблемы с вами будем сглаживать и решать. Мастер-классы, круглые столы и самые актуальные проблемы современных СМИ. Во Владикавказе подвели итоги медиафорума «Про Кавказ». Они двигают мяч быстрее, чем мы бегаем даже. В преддверии столетия осетинского футбола во Владикавказе открылся детский турнир Кубок Алании. Среди почетных гостей легенды футбола также известные российские комментаторы. В Нагире сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, в населенном пункте местами ожидаются дожди. Напомню, на этой неделе обильные осадки изменили русло реки Терек, из-за чего подтопило карьер одного из заводов по переработке камня. Работы по отведению русла реки продолжаются. Опоры моста, соединяющего Нагир и Михайловское, тоже укрепили. Сейчас ситуация опасений не вызывает. В администрации пригородного района уже подсчитывают ущерб. Подробнее обо всем в материале Лидии Цахиловой. Бетонный забор стоял на этом самом месте. Течением реки унесло около 50 метров. А это все, что осталось от забора. На этих кадрах видно, как течение смывает часть береговой линии. И вместе с ней забор одного из предприятий в Нагире. Компания перерабатывает камень. Поток воды угрожал и мосту между селениями Нагир и Михайловское. Мог пострадать и канализационный коллектор. Уже подмыло опоры. Реакция была незамедлительной. Глава республики Сергей Миняйло лично осмотрел территорию. На месте побывали и представители ответственных ведомств, и руководство Владикавказа. Чтобы оперативно справиться с ситуацией, незамедлительно привлекли спецтехнику. С ее помощью удалось справиться с потоками воды и снять подмыв левого берега. Вчера было выездное совещание главы республики. На месте было решение пока укрепить временно опоры моста. И там еще рядом идет канализационный коллектор, и тоже там опасность подмыва опор. И пока вот временно укрепили опоры, вот паводок спадет, терек, уровень упадет на тереке, тогда возьмутся капитально за ремонт опор. Обильные осадки изменили русло реки Терек. Карьер, который находится неподалеку от завода по переработке камня, частично подтопило. Пострадала спецтехника. Половина, можно сказать, пострадала. 2 экскаватора утонуло, калибратор утонул, они дорогие. Русло его вон там, да? Это уже сухой, весь Терек сюда зайдет, да? Направил свое русло. Вот и все затопило. Здесь была эта яма, вот как смотрите, все занесло вот этим. Ну, гравим, камнями там. Уровень воды в реке поднялся вот до этой отметки. Здесь образовалась четкая линия из опилок и мелких веток, а расстояние до карьера всего 50 метров. Режим чрезвычайной ситуации в Нагире все еще сохраняется. По прогнозам синоптиков, до конца суток местами ожидаются дожди. Работы по отведению русла реки продолжаются. Опоры моста зафиксировали бетонными блоками. Сейчас ситуация не вызывает опасений. Движение транспорта и пешеходов восстановлены. Кроме того, комиссия при администрации пригородного района подсчитывает нанесенный ущерб. Лидия Цахилова, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге». Град, ливень и шквалистый ветер обрушились на днях и на Алагир. Подтопило улицы, повалило деревья. Часть города и селения Црау на время были обесточены из-за обрыва линий электропередач. А поваленные деревья перекрыли 2 главные улицы – Коста и Ленина. Сейчас в администрации района подсчитывают ущерб. Мастер-классы, круглые столы и самые обсуждаемые проблемы современных СМИ. Во Владикавказе на неделе прошел медиафорум «Про Кавказ». На одной площадке собрались федеральные телеведущие, блогеры, журналисты и руководители пресс-служб. 2 дня они делились опытом и рассказывали, как меняется сегодня медиапространство. Подробнее о программе мероприятия и его итогах в материале Алины Цгоевой. В списке особо важных вопросы развития СМИ, продвижения в интернете на новых площадках. Здесь и начинающие журналисты, и опытные с экспертами обсуждают векторы своей работы на 3 совершенно разных площадках.
С ведущими экспертами журналисты успели поговорить и о межрегиональном сотрудничестве, и геополитической обстановке. На площадках не было формальной и неформальной беседы. Вот так, за круглым столом, корреспонденты, блогеры искали ответы на вопрос, как вести прямой эфир, когда внезапно все идет не по плану. Каким образом будет вот эта ситуация в прямом эфире развиваться там буквально через 30 секунд? Это такое странное состояние сознания, когда ты смотришь немножко на перспективу. Здесь, конечно, самое главное поймать вот этот, я не могу сказать, что кураж. Кураж — это немножко не то. Кураж — это как-то все-таки какое-то такое состояние, когда ты себя не контролируешь, да? А здесь ты контролируешь себя. Здесь тебе вот это поймать, это ощущение, что ты вот эту ситуацию, которая разворачивается на твоих глазах, ты ее контролируешь. Здесь самое главное — понять вот этот контроль. А вот теме контроля отдельное обсуждение, но уже в кругу всех участников и спикеров. Первый день форума тележурналист Евгений Попов дал понять, держать СМИ в узде никто не собирается. Закон о фейках – это про информационную безопасность людей. Хотя Европа, где, казалось бы, свобода слова гарантирована, намного жестче и без суда закручивает гайки журналистам. Такого в России нет и не будет. Ничего для журналистики не меняется. И причем правила у нас, в отличие от многих других стран, одинаковые и для наших СМИ, и для зарубежных СМИ. То есть каждый, в принципе, человек, там, организация, которая называет себя средством массовой информации, она должна следовать, должна жить по определенным правилам. Но они, на мой взгляд, несмотря даже на ту ситуацию сложную, которая сейчас у нас, позволяют в полной мере все инструменты распространения информации использовать. В целом информационная война Запада против России нужна только первым. И как раз единство региональных и федеральных СМИ и есть главная панацея от внешнего давления. Вообще, тема геополитики часто звучала на форуме, слишком актуальна она в наших реалиях. Наша с вами задача, и от нас с вами зависит, да? Будут эти проблемы обостряться, или мы эти проблемы с вами будем сглаживать и решать. Сглаживать и решать. Программа насыщенная и плодотворная. С утра одна лекция за другой. Спикеры федерального уровня вели предметный разговор по конкретным направлениям. Так, ПроКавказ оказался не просто масштабным, а новой точкой роста регионалов. Наш ПроКавказ получился не только про Кавказ. Он на самом деле получился про профессию, получился про историю, про политику, получился про мастерство, про дружбу, про общение. И про победу. В рамках двухдневного межрегионального медиафорума объявлялся конкурс по 9 номинациям. Сотни участников претендовали на места лучших. В направлении здравоохранения победил материал нашего коллеги из Моздока Сергея Телевнова. Статья по тематике ковида оказалась самой сильной. Писал этот материал от души, потому что пребывание в ковидном отделении, я там был в качестве больного. Вот, когда критический момент миновал, я уже представлял о том, что я напишу этот материал. Это репортаж из ковидного отделения Моздокской центральной районной больницы. А среди победителей в отдельной номинации «Кавказ ломает стереотипы» автор специальных проектов нашего телеканала Ольга Абаева. Когда мы снимали этот фильм, мы не думали о том, что мы ломаем стереотипы совершенно, но как оказалось, что да. И, честно говоря, когда эта номинация появилась, я поняла, что в последнее время мы на самом деле часто это делаем, часто ломаем стереотипы. У нас очень много всего нового, крутого происходит в республике, и это идет вразрез с общепринятым мнением о ней, и поэтому я думаю, что со временем эта номинация будет только разрастаться. У нас появится больше проектов, подходящих под такую интересную номинацию. Быть в тренде и ориентироваться в потоке новостей поможет фильтрация. Новости короткого формата держит аудиторию, которая устала от потока одинаковых материалов. Впечатления от мастер-класса ведущего телепроектов на Первом Александра Смола много, но у самого тележурналиста их было не меньше. Узнал, что они стоят на правильных позициях в жизни. Это, конечно, очень сильно подкрепляет, когда молодые люди уже думают так серьезно о будущем и строят вот свои планы на это будущее. И я уверен, к нему пойдут семимильными шагами, потому что крепки их позиции в этом плане. Это здорово. Итогом форума стала интеграция профессионализма коллег из соседних республик. И это не в далеких планах, а на практике уже сейчас. На закрытие ПроКавказа анонсировали тележурнал «Северный Кавказ». Когда-то он уже был. Опыт северокавказской студии кинохроники переняла наша телекомпания. Когда мы смотрели эти архивы, особенно почему-то нам понравился 58-й год, мы поняли, что катастрофически мало знаем друг о друге.
люди в регионах не знают, что происходит у их соседей. Поэтому, наверное, этот теплый старый формат, он сейчас особенно нужен. Вот, мои коллеги были в этот раз в Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесии и сделали сюжет из Северной Осетии. Форум должен стать ежегодным, но, очевидно, открываться он будет в разных регионах Кавказа, ведь интеграция журналистского сообщества – это еще и про культурный обмен. Алина Цгоева, Алан Суанов, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге». В середине июня Центральная избирательная комиссия республики назначила дату выборов депутатов парламента Северной Осетии 7-го созыва. Они пройдут в единый день голосования 11 сентября. Парламент избирается в составе 70 депутатов. В избирательной кампании могут принять участие политические партии, представленные в стране и республике. В Северной Осетии 28 региональных отделений партий. Из них 7 освобождены от сбора подписей. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия за правду», «Новые люди», «Родина» и Коммунистическая партия «Коммунисты России». Подготовку к выборам начала и Общественная палата республики. Подробнее на эту тему мы поговорим с председателем Общественной палаты Северной Осетии Ниной Чеплаковой. Нина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. На площадке Общественной палаты на этой неделе открылся уже общественный штаб по контролю и наблюдению за предстоящими в сентябре выборами. Расскажите, пожалуйста, какие задачи у штаба и кто входит в его состав? Да, спасибо. Действительно, Общественная палата республики, как и сам институт общественных палат Российской Федерации, в том числе региональные палаты, стали уже неотъемлемой составной частью всего избирательного процесса. И те большие задачи, которые перед нами поставлены, они связаны именно с тем, чтобы обеспечить прозрачность проведения выборов, их легитимность, их широкое освещение информационное в том числе, защиту от фейков. То есть все эти важнейшие этапы мы должны обязательно держать под пристальным общественным контролем. Общественная палата является органом внеполитическим, поэтому мы с равным уважением, но в то же время с равной удаленностью относимся к каждой из тех 28 партий, о которых вы говорили, но мы готовы с ними сотрудничать в плане подготовки общественных наблюдателей к тому, чтобы они квалифицированно, грамотно могли проводить вот этот процесс общественного наблюдения. Наш штаб мы создали одни из первых в Российской Федерации, и штаб этот имеет уже хороший опыт работы, поскольку в прошлом году на федеральных выборах отработал штаб замечательно, и в нынешнем году наш штаб состоит из 27 представителей. Это и лидеры общественного мнения, и общественные деятели, представители некоммерческих организаций, члены общественной палаты, политологи. Так что те члены общественной палаты, которые в составе штаба работают, они все достаточно уважаемые и знающие люди. И почему? Потому что им предстоит очень большой масштабный объем работ. Вот мы открыли штаб 29 июня, а работать он у нас будет где-то до конца сентября. То есть на всех этапах избирательных процессов, от выдвижения кандидатов до агитационных кампаний и непосредственно уже выборы, которые пройдут в течение 2 дней, так определил Центр избирком, мы будем проводить это наблюдение до подведения итогов голосования. Скажу, что в состав нашего штаба мы включили также и председателей общественных палат муниципалитетов, потому что и они будут работать под эгидой нашего штаба, а свои отделения в каждом муниципалитете будут тоже созданы. Расскажите, пожалуйста, Нина Владимировна, о процессе, то есть как проходил отбор в оперативный штаб? То есть люди сами изъявляли желание участвовать или вы как-то отбирали их
по какому принципу проходил отбор? Значит, у нас общественный штаб утверждается решением Совета Общественной палаты. И Совет Общественной палаты собрался именно 22 июня, в тот день, когда были опубликованы уже сведения о назначении выборов. В этот же день мы просмотрели, у нас были заранее известны те люди, которые себя успешно зарекомендовали в работе нашего штаба. Мы их подобрали, и плюс еще у нас появилось достаточно много новых лиц, особенно из числа молодых политологов, тех людей, которые себя проявили хорошо в качестве наблюдателей, потому что вот наблюдатели на выборах – это одна из самых главных ключевых позиций, которая дает возможность и расти дальше нашей молодежи. Они получают огромный объем и юридических знаний, и знаний конфликтологии, потому что наблюдение – это всегда и разбор каких-то сложных вопросов, это юридическая экспертиза, психологическая и так далее. Поэтому и из их числа у нас тоже подобраны члены штаба. Пожалуйста. Вы сказали, что Общественная палата готова сотрудничать с представителями всех партий, которые готовятся к выборам. Расскажите, пожалуйста, как организовано это сотрудничество, если оно организовано? Да, вот на первом нашем заседании штаба присутствовали представители 3 политических партий, которые выразили желание сотрудничать с общественным штабом. Это партия «Единая Россия», региональное отделение, это Коммунистическая партия Российской Федерации и партия пенсионеров. Вот 3 представителя этих партий у нас присутствовали. Каждый из них сказал, что нам известно, какую позицию занимает Общественная палата. Эта позиция абсолютно беспристрастная, чтобы выборы прошли грамотно с юридической точки зрения, чтобы любые возможные нарушения выявлялись и пресекались, и чтобы им давалась соответствующая оценка. Это те требования, которые, конечно, нужны не только нам, общественникам, но и каждой партии. Кроме того, у нас есть замечательный институт, он называется Ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Так вот, Независимый общественный мониторинг разработал прекрасную программу обучения наблюдателей. Сейчас мы уже запускаем эту программу, и наших наблюдателей, которых мы уже тоже начинаем набирать, мы будем обучать именно этой программой. Она великолепная, толковая, такая вот широко охватывает много знаний, много необходимых знаний для наблюдателей. И многие из политических партий просят, чтобы мы их наблюдателей, партийных наблюдателей, тоже обучили по этой программе. Мы, конечно, идем им навстречу, потому что для нас главное, чтобы избиратель был спокоен, что все идет грамотно. А как мы их набираем, наблюдателей, я вам могу сказать. Мы прежде всего руководствуемся тем порядком отбора наблюдателей, который утвержден Общественной палатой Российской Федерации. И мы стараемся привлечь к наблюдению прежде всего такие, вот знаете, хорошо зарекомендовавшие себя, активно работающие общественные организации. Это и волонтерские организации, это, конечно, Ассоциация юристов, это Союз журналистов, прекрасно работают и широко освещают все вопросы. Это женские организации. Мы с ними подписываем соглашение о сотрудничестве, и они нам представляют списки наблюдателей, которых мы уже далее обучаем. Но у нас отбор наблюдателей совершенно открыт, вся информация на сайте. Любой активный гражданин, который хотел бы поучаствовать в процессе наблюдения, вправе подать заявление или прийти к нам. Мы с удовольствием их обучим и только будем рады пополнению нашего полка наблюдателей, пула наблюдателей. Скажите, пожалуйста, вы затронули тему нарушений, возможных нарушений, выявления нарушений. В случае, если наблюдатель выявит подобные нарушения, каковы его действия? Что он должен делать, что он имеет право делать? Это все тоже прописано
прописано вот в нашем и в кодексе этики наблюдателя, и каждому наблюдателю мы даем специальный документ, разработанный совместно Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Общественной палатой России. Называется он «Золотой стандарт наблюдения». Вот буквально по этапам там расписаны все действия наблюдателя, которые он должен осуществлять, находясь на участке. И в том числе по пресечению нарушений, если такие будут выявляться. Самое главное, на мой взгляд, это то, что у нас все без исключения участки, у нас их будет 335 участков, они все оборудованы будут видеонаблюдением. И вот эта картинка, видеокартинка, она будет транслироваться, значит, в избирательную комиссию, в центр наблюдения. У нас в общественной палате тоже будет находиться видеостенд, на котором мы будем смотреть за ходом голосования уже вот в эти дни. И самое главное, что мы можем и отсмотреть эту картинку, и она будет записана и хранится. И у нас есть специальные группы разбора конкретных нарушений, которые с этим наблюдателем и с соответствующим председателем, секретарем комиссии, где, возможно, это нарушение появилось, будут разбираться совершенно во всех тонкостях, чтобы дать свое заключение. Скажите, пожалуйста, как налажена работа с Общественной палатой России, я имею в виду с федеральным центром? Знаю, что создан специальный координационный совет по контролю и за наблюдением за выборами. Какова у него задача? Да, у нас очень дружные отношения с Общественной палатой Российской Федерации, давние, хорошие взаимоотношения, потому что наша Общественная палата старается всегда выполнять все задачи, которые связаны именно и с формированием гражданского общества, и с защитой интересов наших граждан. Мы стараемся выполнять их в полной мере. То, что касается Координационного совета, да, Максим Сергеевич Григорьев его возглавляет. Он частый гость у нас в Общественной палате. И заседание Координационного совета проводится на регулярной основе. Буквально перед открытием нашего штаба проходило заседание Координационного совета. Я принимала участие в его работе в онлайн и тоже рассказала о том, что делается сейчас в республике в плане общественного наблюдения. Отмечу, что этот Координационный совет тоже на своем первом заседании, а сейчас же по всей стране идут вот эти и муниципальные выборы, и парламентские выборы, глав законодательных, законодательных собраний. Были все партии, без исключения, представлены тоже на заседании Координационного совета. И, в принципе, все партии тоже дали высокую оценку вот системе общественного наблюдения. Потому что, понимаете, и общественный контроль, и политический контроль, по большому счету, выполняют одну задачу. Они действуют в интересах избирателя, чтобы не было нарушений. Поэтому мы работаем с ними плотно. И скажу, что на открытии нашего штаба в онлайн-формате принимал участие Александр Семенович Брод, известный правозащитник, руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», один из выдающихся деятелей вот в сфере общественного наблюдения, избирательного права. И он тоже дал нам напутствие. И мне очень приятно, что нашему штабу и предыдущему его работе дал достаточно высокую оценку. И я должна сказать, что действительно наша республика всегда находится на должной высоте, то есть вот любые масштабные федеральные или региональные события, вот такие, как прошедшая, скажем, федеральная кампания избирательная, нынешняя избирательная кампания, наши граждане с большим вниманием и уважением относятся к этим процессам и всегда стараются сделать так, чтобы они прошли на высоком уровне. А для этого надо быть прежде всего и активными, и самое главное, особенно в этих условиях, быть нацеленными вот на
понимание взаимное. Да, будет политическая конкуренция, это бесспорно, и это хорошо. Пусть она будет, пусть избиратель выбирает тех, кого надо, как говорится, ему выбрать, кто ему по нраву, по идеологии, по каким-то вещам. Но самое главное, вот это то, о чем мы и партиям нашим говорили. Пожалуйста, работайте в рамках закона, и желательно, чтобы вы дружелюбно относились друг к другу, тогда это будет и повышаться ваш статус и перед избирателем. Спасибо большое, Нина Владимировна, что пришли сегодня к нам. Спасибо. У нас в студии была председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чеплакова. Мы продолжим выпуск после небольшой рекламы. Мы продолжаем выпуск. Обеспечивать порядок на дороге. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Их служба и опасна, и трудна. Ежедневно на дорогах республики несут дежурство сотни инспекторов. Бессонные ночи, умение не допускать аварийных ситуаций и всегда первыми приходить на помощь. О нелегких буднях и высокой ответственности инспекторов ГИБДД в нашем следующем материале. 133 тысячи аварий на российских дорогах, почти 15 тысяч погибших, пострадавших 170 тысяч. Данные госавтоинспекции за прошлый год. И все три показателя ниже, чем в 2020-м. Несмотря на тенденцию к снижению аварийности, работы у сотрудников ГИБДД меньше не становится. Совсем не просто тем, кто только недавно надел форму. Высокая ответственность, умение первым приходить на помощь, неустанно следить за нашей безопасностью на дорогах. Справиться с нелегкими профессиональными задачами помогают старшие коллеги. Очень много неадекватных водителей, которые не понимают правила дорожного движения, и инспектору приходится до них это доводить, и периодически может где-то ругаться, и очень сложно получается новым инспекторам, которые только пришли в органы. Ну, со своей стороны, как командир, стараюсь им помочь, я их стараюсь ставить уже с поработавшими инспекторами, которые могут как-то и поучить, и направить на верный путь. 8 лет службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 12-часовая смена Алана Калтурова привычно начинается с инструктажа. На патрулирование выезжает в 7 утра. Непристегнутый ремень безопасности, тонировка и выезд на встречку. Стандартные нарушения водителей Северной Осетии. Встречаются и лихачи. Я стоял по направлению к Архонскому кругу, наверх проехал Мерседес. Проехал очень с большой скоростью. Я даже его не увидел. Мы развернулись на Архонском, машины уже не наблюдали. Едем, смотрим. Тут он опять откуда-то появился, опять с очень большой скоростью мимо проехал. На Барбашова, Ордонской мы его остановили. Человек оказался в состоянии опьянения. Вел себя слегка неадекватно и был доставлен в затирочный райотдел. Только не каждого нарушителя вовремя успокаивают. Погибших на дорогах больше, чем по работе уголовного розыска, говорят инспекторы. А для них каждое ДТП – личная трагедия. Сотрудники ГИБДД сохраняют порядок на дорогах, регулируют транспортный поток, проверяют документы и осматривают багаж. Обязанностей много. Всегда организовывает работу не только на службе, но и вне службы, климат в коллективе благоприятный. Всегда поможет, опять же, как и руководитель подразделения, так и как человек даст совет и где-то помощь нужна, всегда оказывает содействие. Для Алана Калтурова служба в ГИБДД больше, чем профессия. В другой себя и не видел, решил выбрать именно по примеру отца. Владимир почти 20 лет обеспечивал правопорядок на дорогах республики. И пусть годы работы уже в прошлом, крепкая дружба с бывшими коллегами сохранилась до сих пор. Отец для Алана не только пример в профессии, но и главный ориентир в жизни. Только советую, чтобы он осознал, подумал, а потом решение принимал. Так должно быть в жизни. Сгоряча что-то сказать, что-то сделать – это не дело. Лучше подумать и подойти к любому вопросу более разумно. Детские воспоминания Алана Калтурова связаны с улыбающимся отцом в форме, а сейчас сам называет службу настоящей мечтой. Потому что у меня вся жизнь связана, я дома не так часто бываю, как на работе. Хочешь не хочешь, я постоянно на работе. Даже если у нас выходной, приходится со взводом тесно общаться, и я постоянно всегда знаю, кто где находится, чем занимается, чтобы никто себе лишнего ничего не позволял и вели себя корректно.
Деньги БДД – домашний праздник, говорят сотрудники, и тосты звучат всегда одинаковые. За безопасные дороги и спокойную службу. Дана Малышева, Хета Гапоев. Специально для программы «В итоге». Россия выйдет из болонской системы высшего образования. Об этом еще в конце мая заявили в Министерстве науки и высшего образования. Прежде всего речь идет об отказе от принятой двухуровневой системы подготовки в вузах. 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры и возвращении на специалитет. Какие еще изменения ждут российские вузы и ограничит ли отказ от болонской системы возможности студентов и преподавателей, выяснила моя коллега Валерия Козаева. Она у нас в студии. Валерия, здравствуй, тебе слово. Спасибо, Вячеслав. Да, действительно, новость о возможном отказе России от болонской системы образования стала одной из самых обсуждаемых в информационном пространстве. Если коротко, то переход к новой системе возможен, но точно не в ближайшее время. Теперь попробуем разобраться. Система названа в честь Болонского университета, где была подписана декларация в 1999 году. С тех пор официально начался новый образовательный процесс. Россия присоединилась к нему в сентябре 2003 года и полностью на европейскую систему перешла в 2011. В основе принципов ее формирования 6 пунктов, среди которых введение двухуровневого высшего образования. Это бакалавриат и магистратура. По словам президента Российской академии образования Ольги Васильевой, присоединение России к болонскому процессу предполагало интеграцию наших вузов в общеевропейское пространство и упрощение признания дипломов. А этих целей в рамках процесса достигнуть не удалось. Более того, из программы пришлось исключить несколько советских курсов, особенно по инженерным специальностям, которые сегодня очень востребованы. Каждая система образования имеет как свои плюсы, так и минусы. И, например, когда мы говорим про советскую систему образования, то безусловным плюсом является ее фундаментальность, непрерывность образовательного процесса. А в свою очередь болонская система смогла унифицировать систему высшего образования и, безусловно, в разы повысила академическую мобильность студентов. Вот у нас есть в Северо-Осетинском государственном университете иностранные студенты. Им важно, чтобы был бакалавриат, была магистратура. И вот все эти спорные и моменты, которые вызывают вопросы, они должны быть, безусловно, тщательно регулированы при уже создании национальной системы высшего образования. Полный отказ либо запрет разделения учебы на бакалавриат и магистратуру в России невозможен, как минимум по нескольким причинам. Многие студенты, уже окончившие бакалавриат, не смогут получить работу без степени магистра из-за квалификационных требований к должностям. Это касается, например, государственной, гражданской и правоохранительной служб. Но опасаться не стоит. В стране продолжает работать и программа специалитета. Я думаю, что сам переход он будет достаточно безболезненный, потому что у нас, в том числе и в нашем университете, есть сегодня и специалитеты, бакалавриат, и магистратура. У нас то есть все эти уровни образования. Поэтому сейчас обсуждается вопрос, это либо будет система 4+2, либо будет система 5+1, когда на каждом этапе, скажем так, студент определит для себя. То есть если он отучился 4 года, возможно, для него это достаточно. То есть он выходит из системы образования и переходит как бы в практическую плоскость. Теперь, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, к болонской системе надо относиться как к прожитому этапу и разрабатывать нашу собственную уникальную систему образования. В основе должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Это уже было официально озвучено и министерством, и слушания в Государственной Думе проходили, и было обсуждение в Комитете по образованию и науке, что сейчас будет, скорее всего, дано поручение разработки новой системы стандартов, которые будут ориентированы, прежде всего, на потребности работодателей. То есть мы хотим услышать то, что хотят от нас наши, так сказать, компаньоны, которые хотели бы видеть готового студента с конкретными перечнем навыков. Я думаю, что мы вернемся потихоньку к более широкой трактовке и подготовке специалиста, не только узкопрофильного, но и более разностороннего. Еще один вопрос, который волнует абитуриентов и студентов: останутся ли действительные дипломы в случае перехода к другой системе образования. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ России от болонской системы образования не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом.
Самый главный вопрос, который есть у студентов, будет ли мой диплом легитимным в зарубежных странах. И на этот вопрос ответил Валерий Николаевич Фальков на заседании Государственной Думы, сказав, что вот выход из Болонской системы, он не меняет легитимность диплома, потому что легитимность диплома, она основывается на межправительственных соглашениях. И вот на этом уровне легитимность остается, сохраняется. Поэтому выйдем мы или не выйдем из Болонской системы, это ничего не меняет. Таким образом, российскую сферу образования все же ждут перемены. Однако отказ от Болонской системы и переход будет поэтапным, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. На создание новой системы и организацию процесса уйдет время. Более того, он отметил, что выпускников школ о возможных изменениях следует предупредить как минимум за 2 года. Не должны пострадать и студенты. Сейчас главный приоритет – создать гибкую и открытую систему, которая обеспечит качественное образование и расширит профильные возможности. Вячеслав, у меня на этом все. Вам слово. Спасибо, Валерия. Моя коллега Валерия Кузаева о возможном выходе России из Болонской системы высшего образования. К другим новостям. Приготовить из привычных продуктов кулинарные шедевры. В Северной Осетии на этой неделе стартовал настоящий гастрономический фестиваль. Мастер-класс провел один из лучших шеф-поваров мира. Курсы по переподготовке кадров гостиничного и ресторанного бизнеса проходят в рамках программы «Менеджмент в индустрии гостеприимства». Лидия Цехилова расскажет подробнее. Часик мы будем мариновать с имбирем, который натертый. Оливки, маска, соль, перец. Важен каждый ингредиент. Гребешки в шпинате считаются изысканным деликатесом и сложным в приготовлении блюдом. Секретами с шеф-поварами республики делится знаменитый мастер, обладатель звезды Мишлен Давид Эмерле. И вот я здесь, чтобы показать моя кухня, и мы собирались с шефом, который работает здесь в Владикавказе, все известный шеф, и мы соединялись и будем готовить вместе ужин. Так что это развивается своя кухня, и наша гастрономия, именно французская такая тема. И очень приятно, я здесь наслаждаю свое время. На гастрономический мастер-класс пришел и Георгий Мачильский. Молодой человек в профессии 11 лет, но шеф-поваром работает не так давно, 2 года. Решил не упускать возможность пообщаться с мировой звездой. Георгий признается, узнал для себя много нового, несмотря на то, что блюда знакомые. Первый день дает о себе знать. Шеф очень хороший, бренд-шеф, можно сказать. Объясняет все достойно, на высшем уровне. То есть, как работать с продуктами какого-то именно образца, как играть вкусом. Он все досконально рассказывает. У таких шеф-поваров очень, на самом деле, круто учиться. Свое мастерство повышает и бренд-шеф Сергей Зенин. Для него это не первый опыт общения с обладателем звезды Мишлен. Рассказывает, полученные знания нужны для личностного роста, а еще нельзя упустить возможность обменяться секретами кулинарного искусства с коллегами. Профессионалы из Франции всегда ценились, то есть они задают моду в кулинарном мире, задают какую-то тенденцию, это все интересно. И помимо того, что общаются ребята непосредственно с таким специалистом, они и между собой коммуницируют, знакомятся, общаются. То есть у нас, скажем так, в поварской среде все равно какой-то есть контакт, мы между собой общаемся, делимся опытом, То есть это своего рода тоже командная работа. Последние приготовления перед ответственным мероприятием, гала-ужином. Шеф-повара сделали заготовки. В том, что гости высоко оценят их мастерство на вкус, уверены. Давид Эмерле контролирует процесс. Исправляет немножко маленькая проблема, технический проблем с десертом. Я сделаю крем пистачки для десерта. Вот и все. Я всегда довольный после результата. Так что пока, comme on dirait en français, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Нельзя продать кожи медведь, пока не убили это медведь. Чем будем удивлять гостей? Равиоли из корня сельдерея с телячьими щечками. У нас подача судака, у нас будет гребешки, десерт макароны,
с конфи из абрикоса. Блюда французской кухни гостям вечера пришлись по душе. Особенно мне понравились гребешки в таком пикантном соусе. А знаете, что я хотел бы? Чтобы подобная кухня не была экзотической для нашего прекрасного региона. Я хочу, чтобы она была доступна как можно в больших местах, в больших ресторанах. Гастрономический мастер-класс – часть курсов по переподготовке кадров гостиничного и ресторанного бизнеса. Они проходят в рамках программы «Менеджмент в индустрии гостеприимства», организованной основателем Международного фестиваля «Гастрономические сезоны» Натальей Марзоевой совместно с САГУ и Российской академией народного хозяйства и госслужбы. У нас на самом деле общий уровень шеф-поваров достаточно хороший, но это всего лишь единицы. А вот чтобы говорить о том, что мы готовы принять такой огромный поток туристов, о котором мы сейчас говорим, Мамисон, Кахтисар и все другие проекты, тут республика, конечно, она будет нуждаться в кадрах. И эти курсы – это первый шаг к тому, чтобы привлечь внимание и рестораторов, и ательеров, и непосредственно правительства республики к тому, что эта школа нужна. Нужно прямо делать настоящую школу, которая бы обеспечила кадры для республики. Гастрономические сезоны еще продолжаются. Проводят мастер-классы по вину и пиву, а также по гостиничному бизнесу и обслуживанию. Курсы, говорят эксперты, помогут привлечь еще больше туристов. Лидия Цахилова, Хетак Гапоев, Георгий Такоев. Специально для программы «В итоге». В музее Ван Гога в Нидерландах открылась выставка осетинских художников. На ней представлено более 100 работ известных мастеров Северной и Южной Осетии. Организатор мероприятия – председатель Международной некоммерческой ассоциации «Возрождение» Родион Пухаев. Выставка уникальная. Она объединила почти всех участников Дней осетинской культуры в Европе разных лет. 23 художника разных поколений. Он отметил, что после вынужденного перерыва в более чем 2 года, вызванного пандемией, мероприятия проходят в том месте, где начинал Ван Гог. Дни осетинской культуры проходят в Европе с 2010 года. За это время в рамках программы провели десятки мероприятий в Брюсселе, Риме, Париже, Люксембурге, Берлине и других европейских городах. Посетителям очень сильно понравилось. Многие захотели узнать про Осетию, и многие сегодняшнего дня будут знать об Осетии намного больше, чем знали до сих пор. В преддверии столетия осетинского футбола во Владикавказе открылся турнир среди детских клубов. Такое мероприятие в республике проходит впервые. Приехали 11 самых сильных команд со всей России. Главная цель – обмен опытом. Настоящим подарком всем болельщикам стал матч легенд северо-осетинского футбола и известных комментаторов телеканала Матч ТВ. Игра была напряженной, как доказательство искренней эмоции на трибунах. Сабина Гатагова продолжит тему. Трибуны Академии Алании буквально дрожат от радостных криков болельщиков. Это неудивительно. Спустя долгие годы звездный состав снова вместе. Их вновь объединила любимая игра. Одна на всех и все ради нее. Роберт Битаров, Алан Кусов, Тарас Царикаев и другие ветераны осетинского футбола. Они готовы показать своим не менее популярным соперникам, как нужно мастерски справляться с мячом. Совместить одно с другим – это очень хорошо было бы. И тем более приехали такие люди, журналисты к нам. Настрой у нас праздничный. То есть это праздник. Комментаторы Матч ТВ выходят на поле с боевым настроем. Эмоции переполняют. Ощущения, говорят, они необычные. Привыкли быть по ту сторону, а теперь они сами на месте тех, кого не раз ругали. За опасные моменты у ворот, неудачный штрафной бросок, неправильную подачу. Настрой у обеих команд был на победу. Спустя 10 минут красно-желтые разошлись не на шутку. И вот он, первый долгожданный гол. Роман Нагучев долгое время занимался футболом. На поле это сразу заметно. Он с легкостью пробирался с мячом к осетинским воротам. А там Марат Султанов отражал атаки, пусть и более молодых, но менее опытных журналистов. Они двигают мяч быстрее, чем мы бегаем даже. Поэтому здесь вообще вопросов нет. Мастерство сумасшедшее. Плюс очень тяжело играть в горах. Дышится по-другому. А учитывая, что мы сегодня съели уже осетинских пирогов, шашлыков,
нужно вот это немного прибрать. На это требуется время, поэтому первые 10 минут очень тяжело даются. Атмосферу здесь создают зрители. Они поддерживали и заряжали своей неугомонной энергией игроков обеих команд. Не зря говорят, футбольные фанаты не просто болельщики, они главные мотиваторы. Легенда Алании против ведущих комментаторов Матч ТВ. Такой игры не было никогда. Эмоции зашкаливают у всех. Осетинские болельщики скандируют Алания и не сомневаются в победе команды. Несмотря на то, что матч товарищеский, игроки боролись до конца. Итог устроил всех – 6-6. После гостей ветеранов футбола атаковали юные спортсмены. Автографы, фото на память и, конечно, незабываемые впечатления. Игра проходила в рамках детского турнира Кубок Алании в преддверии столетия осетинского футбола. Сабина Гатагова, Алан Суанов, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге». Это были все новости минувшей недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.